Уважаемые украинцы, хотелось бы обратиться к вам, к тем, кто сегодня находится в самой Украине и участвует в военной и политической жизни страны. И к тем украинцам, кто сегодня соприкасается с чеченцами, чеченской государственностью и вообще, кто занимается чеченской тематикой. Вот что, на мой взгляд, вы должны понять и держать в уме, когда будете принимать решения относительно чеченской темы. Для нас это важно, очень важно, потому что сегодня появились кое-какие люди, которые пытаются затуманить вам разум. На протяжении всего времени Россия планомерно уничтожает чеченский народ и убила практически всех наших лидеров, пытаясь таким образом лишить нас основы нашего народа, лишить нас единства, уничтожить на корню путь, начатый нашим народом в современной истории с развала Советского Союза. Поняв, что внешние факторы не способны разбить наше сопротивление, Россия решила действовать изнутри, убивая всех, кто видит нашу республику как государство, и оставляя тех, кто способен радикализоваться и загнать сопротивление на путь самоуничтожения. Что и было сделано, когда президентом стал Докко Умаров. В 2007 году, где-то в октябре месяце, если не ошибаюсь, Докко Умаров объявил на весь мир, что ЧРИ прекращает свое существование, и на его место встает Имарат Кавказ, который объявляет всему миру джихад. Мы все помним эти видео, мы все помним эти высказывания. Притом Умаров на тот момент не имел и пяди земли вне оккупации, то есть собственного владения, как у чеченского народа. Таким образом, Россия решила лишить нас государственности. Ей было крайне необходимо показать миру, что она борется не с государственностью Чеченской Республики Ичкерия, а с кучкой террористов. Согласно Конституции ЧРИ, ни президент, ни парламент, ни правительство не имеет права упразднять или лишать государственности чеченский народ. Чеченский суверенитет незыблем. Только господин народ единогласным выбором может упразднить это государство. И сколько бы Умаров не хотел или пытался, не может упразднить чеченское государство. Более того, с началом войны было введено военное положение и создан Государственный комитет обороны 5 октября 1999 года. Нашим всенародно избранным легитимным президентом Асланом Масхадовым, на выборах которого со стороны ОБСЕ участвовали 57 стран мира. Тим Гульдеманс, возглавлявший на тот момент ОБСЕ, заявил, что выборы президента Масхадова были самыми честными выборами, которые он видел. И в этот момент, когда Россия смогла отравить чеченское сопротивление радикализмом и заставить отойти от главного пути построения государства, независимости, самоопределения, маленькая часть людей из сопротивления, которая состояла в ГКО, Государственном комитете обороны тогда, смогла сохранить государственность Чеченской Республики Ичкерия. Эта структура существует и по сей день, главой которой является Ахмед Закаев. Мы недавно приглашали в эфир одного из членов этого ГКО, и он нам подробно все объяснил. Он раскрыл некоторые вещи, о которых не знали многие, какова была процедура последовательности, как им удалось сохранить правопреемство и как им удалось не дать оборвать нашим врагам цепь ГКО, которая сейчас идет по сегодняшний день. С 2007 года чеченское сопротивление было разделено на тех, кто отстаивал чеченскую государственность, и на тех, кто отрицал право чеченского народа на самоопределение чеченского, заменив это лозунгом «Джихад до судного дня». Имарат Кавказ позволил России вконец развязать
руки перед миром и сломить чеченский народ, заставив его пойти в руки ставленника Кремля Кадырова, который на протяжении долгих лет помогает России уничтожать чеченский народ. И Марат Кавказ также помог России уничтожить чеченское сопротивление, провозгласив Имарат Кавказ Докой Умаровым Имарат Кавказ, чеченский народ не принял их лозунги войны до судного дня, потому что наш лозунг был и есть право на самоопределение по устройству государства. И поэтому народ отвернулся от Имарата Кавказа. А когда народ перестает помогать сопротивлению, оно обречено на погибель. Попытки напрочь устранить чеченское государство, правительство в изгнании, правительство за рубежом, можете называть как хотите, во главе с Ахмедом Закаевым, которое было сформировано после того, как Доко Умаров попытался упразднить чеченское государство. Шариатским судом Имарата Кавказа было вынесено решение о убийстве Ахмеда Закаева и тех, кто его поддерживает. Все это я вам рассказываю, чтобы вы понимали суть внутренней кухни чеченской темы. И чтобы была ясность, что правительство за рубежом это не какое-то образование из нескольких людей. Это орган власти, который имеет свое начало с истоков нашего государства, который также имеет непрерывную связь с Государственным комитетом обороны Чеченской Республики Ичкерия. Люди, которые состоят в этом комитете, не скажут вам, что это так. Сегодня комитет называется деоккупация, потому что сторонники независимости практически в полном составе находятся за пределами Чеченской Республики. Называется Комитет по деоккупации Чеченской Республики Ичкерия. И также этот комитет возглавляется Ахмедом Закаевым. Теперь о людях, которые туманят вам разум и словно камушек в ботинке путника беспокоят. Среди них вы найдете громкую фамилию Масхадов, но этот Масхадов сильно оторван от реальности. И если вы хорошо посмотрите, то увидите его кукловода. Это в лице Сулейманова. В личных беседах Масхадов это не отрицает. Вот, поэтому это как бы многим известно. Неизвестно вам, украинцам, известно нам, чеченцам. Эти люди, Сулейманов, Масхадов и еще несколько там фамилий, которые стоят за этой группой, в политическом плане до начала войны в Украине до 24 февраля были абсолютно пассивны. Абсолютно ничем в политическом плане, именно в плане государства, в плане независимости, они абсолютно не были ничем заняты. Более того, и Масхадов, и Сулейманов в определенные моменты, отрезки времени, находились в составе правительства Чеченской Республики Ичкерия. Вот. Если не ошибаюсь, Сулейманов был что-то вроде, что-то связано с историей, а Масхадов был начальником департамента госархива, кажется, если не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, то меня могут поправить. Я точно не помню их должности. На тот момент они были, то есть на тот момент до начала войны в Украине, Сулейманову и Масхадову правительство ЧРИ за рубежом было абсолютно легитимным, и у них не было никаких притязаний в этом направлении. Но после их будто кипятком облили, они начали открыто выступать против, имеется в виду, после начала войны в Украине, они начали активно выступать против государственности ЧРИ, заявляя, что у чеченцев нет легитимного правительства, заявляя, что Закаев самозванец, что у чеченцев не должно быть правительства Чеченской Республики за рубежом. Начали собираться в группу, ездить в Украину и пытаться внести раздор между сторонниками независимости ЧРИ.
что вы сами являетесь свидетелями, что эти люди много раз ездили в Украину и пытаются там какие-то вещи говорить. И самое главное, самое вот, что мы не хотим, вот прямо вот для нас очень сложно принять, это то, что они ведут вот эти необоснованные разговоры с вами. Спросите у этих людей, где они были все эти годы, чем были заняты, какую пользу принесли Чеченской Республике Ичкерия. И почему в момент, когда мир готов признать чеченское государство, эти люди открыто начали заявлять, что у чеченцев нет и не может быть своего государства. Тут невольно вспоминается одна из многих-многих историй, печальных историй нашей борьбы, из нашего сопротивления. Можно провести такую параллель между сегодняшними врагами чеченского правительства за рубежом и чеченского народа и теми врагами, которые были в рядах чеченского сопротивления. Вспоминается одна личность в рядах сопротивления, которая была случайно раскрыта. Всевышний так сделал, что вот он раскрылся. Этот человек был повинен в отравлении Абдраханова, командующего Восточным фронтом. Аль-Мурзаеву Сулейману, и насколько мне известно, он подложил заминированный магазин от винтореза, и от этого он погиб. И еще несколько людей он отравил. Вот. И имя этого человека Шааман. Люди, которые знают, о чем я говорю, они прекрасно знают, кто такой Шааман. Это один из старых муджахидов, который много-много лет провел на войне. Вот. И когда он был раскрыт, и когда ему задали вопрос, ты же один из нас, один из старых муджахидов, он просто ответил, работа такая. И вот, наблюдая за группой Сулейманова, который сейчас делает все, что они делают, и Масхадова, слышится оправдание того Шаамана в их устах. Чего стоит их наглое высказывание в Киеве на Укринформ, где Сулейманов практически выкричал, что у чеченцев нет легитимного правительства. Отрицание легитимности ЧРИ имеет свои корни еще в самом начале восстановления государственности, когда Россия отрицала легитимность. Это еще когда только Россия возникла после развала Советского Союза. И Ельцин отрицал это, что мы не имеем права иметь свою государственность. Потом возник Временный совет в лице Сосламбекова, Хаджиева, Авторханова, кажется, если не ошибаюсь, которые точно так же говорили, что мы не имеем права, что Джохар Дудаев не имеет права создавать государство, чеченцы не должны быть в составе России 3/10. Все это время Россия отказывалась признать нас до тех пор, пока в 1996 году не был подписан Хасавюртовский договор, а после был договор о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия, который был подписан 12 марта 1997 года между Ельциным и Масхадовым. После, когда к власти в Российской Федерации пришел Путин, отрицание легитимности Чеченской Республики и вообще государственности ЧРИ возобновилось с новой силой. К моменту они нашли и человека в лице Кадырова-старшего, а потом Кадырова-младшего, который все это время твердит и делает все, чтобы не было Чеченской Республики Ичкерия. А сейчас об этом, подумайте сами, а сейчас об этом открыто говорит сын Аслана Масхадова. Подумайте, насколько это отвратительно для нас, чеченцев. Сын президента Аслана Масхадова сегодня стоит в оппозиции чеченскому правительству, в оппозиции всему, что сегодня может привести нас к независимости нашего государства. Все это на руку только России и никому больше.